В общем, реанимация. Мне говорят то, что я единственное могу сделать, это, соответственно, постараться сохранить грудное кормление. Вот, потому что очень часто у детей еще проблемы именно с пищеварением. Из-за этого бывают у них очень часто операции, поэтому если я сохраню, это большой будет вклад в ребенка. Конечно, когда ты еще ребенка рожаешь так рано, мне кажется, почти каждая мамочка, которая родила раньше времени, винит себя, что не доносила ребенка. А особенно, не дай бог, он попал в реанимацию, что-то еще, ты хочешь, не хочешь, винишь. Вот. И, в общем, я начинаю... То есть у меня был уже купленный молокоотсос, я прошу мужа, что привезли. А там такая интересная история. Молочная кухня, и только у них возможно обработать молокоотсос. Вот, потому что в палатах кипяток, чайник нельзя по технике безопасности, и мне сказали, что только там можно обработать. То есть ты отдаешь вот этой вот медсестре, или как это называется, вот. И там была одна смена, девушка, которая мне в какой-то момент сказала, то, что вы замучились сюда ходить каждые 3 часа со своим молокоотсосом, я вам больше обрабатывать не буду. На что я ей объясняю, вы понимаете, говорю, у меня ребенок в реанимации, в коме. То есть, если я плохо его обработаю, то я еще чем-то ребенком заражу. На что она мне говорит, ой, от одного раза ничего не будет. Но это был такой шок, если честно. Просто ты и так на стрессе, тут такие еще вещи говорят. Вот, все это сложно. Еще в реанимации в реанимации понятно, что врачи просят, чтобы ты там держалась. Мне один раз сказали, что вообще меня выгонят, если я буду реветь. Понять их тоже сложно. То есть не сложно, понятно, потому что там сложно с такими маленькими детьми. Очень сложно. Вот. Но, слава богу, я сохраняю грудное кормление. Я просыпаюсь каждые 3 часа, чтобы сцеживать, приносить молоко. Я его сохранила. И меня, понятное дело, что выписывают без ребенка. Хотя она родилась с хорошим весом, она родилась почти 2,5 килограмма, 45 сантиметров. Вот. И, возможно, именно тому, что у нее довольно-таки хороший вес, она и смогла выжить. Потому что очень много вот этой крови, и еще это двухсторонняя пневмония. В общем, у нее было 7 разных антибиотиков, чтобы вот эту вот пневмонию убрать в течение 1,5 месяцев. И то вот она потом еще и дышала очень долго на аппарате. Фух.